коллеги, мы проводим пресс-конференцию. Тема у нас одна — подготовка паводка опасного периода. И сегодня у нас участие в пресс-конференции принимают все звенья якутской территориальной подсистемы РЧРС, задействованные в этих работах. И у вас есть уникальная возможность задать любые интересующие вопросы по этой теме. Тему паводка в правительстве Республики Саха-Якутия, как вы знаете, у нас курирует Садовников Дмитрий Дмитриевич, первый заместитель председателя правительства. И я хочу представить вам остальных наших спикеров, которые сегодня присутствуют. Это Гарин Павел Сергеевич, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия. Аргунов Петр Михайлович, руководитель Ленского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. Аржаков Александр Николаевич, директор филиала Лена-регион Водхоз. Шахиров Вячеслав Анатольевич, заместитель начальника гидрометцентра Якутской ОГМС. Здесь также есть члены правительства, органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия. Это Атласов Александр Павлович, министр сельского хозяйства Республики. Лепчиков Дмитрий Николаевич, председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики. Васильева Зинаида Егоровна, руководитель Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Министерства экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Присутствуют наши предприятия и организации, курирующие тему паводка. Это Слободчуков Гаврил Егорович, директор исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводка в Республике Саха-Якутия. И Махаров Дмитрий Дмитриевич, руководитель ГБУ управления мелиорации земель и сельхозводоснабжения Министерства сельского хозяйства Республики. А также сегодня с нами заместитель главы городского округа города Якутск Кардашевский Егор Ефимович. Коллеги, я хочу регламент напомнить. Да, у нас времени не так много, 1 час максимально. Поэтому прошу быть краткими, уважать коллег. Всем захочется задать вопросы. И у нас 1 микрофон в свободном виде. Прошу подходить и задавать ваши вопросы нашим спикерам. Ну и позвольте вступительное слово передать Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Спасибо, Семен Иванович, уважаемые друзья. Действительно, мы сегодня в таком большом составе собрались для того, чтобы через вас, как говорится, поговорить с нашим населением. Сегодня прогнозы неутешительные, снега много, реки, когда был ледостав, они стали полными. И сегодня мы по всем канонам, по всем предварительным прогнозам ожидаем сложную паводковую ситуацию. При этом мы считаем, что правительством проведена большая работа. Я благодарю всех наших коллег, в том числе федеральных структур, которые совместно с нами шли в ногу в этот подготовительный период. Сегодня также проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством его председателя, нашего главы региона Ильдархана Асен Сергеевичем Николаевым, где даны поручения в адрес, в том числе муниципальных образований, для того, чтобы еще чуть оставшееся время провести те работы, которые сегодня остаются, как говорится, возможно, вне внимания на местах. Есть районы, в которых есть вновь избранные главы, работает новая команда, и в этом плане тоже Асен Сергеевич проявил обеспокоенность и дал нам поручение, чтобы на местах мы выдвинули группы людей для консультации и для того, чтобы мы помогли новым командам, чтобы пережили этот сложный период. Паводок для республики, он, как говорится, не нова, и с этим мы сталкиваемся ежегодно. Всегда он проходит у нас неровно. И сегодня, когда ожидаем вскрытия рек на более ранние сроки, мы должны быть готовы и предупредить в первую очередь наше население. И вот в этом плане мы всех прибывших журналистов благодарим за ту работу, которая будет проведена вместе с нами, и в том числе по освещению и по оповещению нашего населения, для того, чтобы население
знала и ждала вот эту работу, этот период, как сложную. Сегодня, повторюсь, мы пришли с большим составом, в отличие от прошлых лет, и готовы ответить на все ваши вопросы, которые у вас назрели и вас волнуют. Я знаю, что вы непосредственно и вблизи народа работаете, и никто другой знаете чаяние нашего народа. Долго говорить не буду, учитывая по времени. Пожалуйста, мы готовы к разговору. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. И я хочу предоставить приветственное слово Гарину Павлу Сергеевичу. Пожалуйста, Павел Сергеевич. Уважаемые коллеги, всем добрый вечер. Хочу поприветствовать на этой пресс-конференции, поблагодарить за ту работу, которую вы проводите с нашим населением, информируете с нашей помощью, без нашей помощи, благодаря вашей деятельности наше население, скажем так, защищено в информационном плане, знает все мероприятия, которые проводят исполнительные органы Республики Саха-Якутия, муниципальных образований, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти. Я хочу отметить, что в целях безопасного пропуска весеннего полугодия на территории республики проводится весь комплекс противопаводковых мероприятий. Также главным управлением спланированы и проводятся мероприятия совместно с органами исполнительной власти, муниципальными образованиями по корректировке плана мероприятия по смягчению рисков, в соответствии с которым мероприятие планируется провести на территории нашей республики по безопасному пропуску паводковых вод в 3 этапа. Поподробнее, если необходимость будет, я на этом остановлюсь. Также наши коллеги Якутского ГУМС тесно организованно взаимодействие с ними, предоставили нам прогноз, в соответствии с которым уже спланирована работа оперативных групп, межведомственных оперативных групп Главного управления, комиссии по чрезвычайной ситуации, в рамках которых убытие оперативных групп по реке Лена в районе Ленского, Алекминского районов уже планируется 5 мая, по реке Амга, по реке Тата также 5 мая спланировано, по реке Алдан на 8 мая спланировано, и по северо-западу, по Колымской группе районов спланирована работа 15-18 мая, убытие оперативных групп. Состав оперативных групп уже известен, нормативные правовые документы все подготовлены. Мониторинг паводковой обстановки на реках республики будет осуществляться гидрологическими постами нашим якутским УГМС, а также авиацией МЧС России и авиацией Республики Саха-Якутия по мониторингу гидрологической обстановки, а также переброске оперативных групп на муниципальных образованиях. В соответствии с этим также нами организовано взаимодействие с Иркутским УГМС, тесное взаимодействие в ежедневном, ежесуточном режиме, и оперативными группами Главного управления МЧС России по Иркутской области с 20-21 числа, которые уже приступят к мониторингу и работе по контролю безопасного пропуска паводковых вод в верховьях реки Лена, где мы, соответственно, в первых числах мая, первой декаде мая примем эстафету и будем обеспечивать безопасность нашего населения на всей территории нашей республики постепенно. Также хочу отметить, что созданы команды взрывников на случай образования на реках республики. Взрывные команды будут входить в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям, будет регулировать их работу. Помимо этого, в муниципальных образованиях, хочу отметить, тоже созданы оперативные штабы, оперативные группы, созданы резервы необходимые, также межведомственными оперативными группами Главного управления совместно с органами исполнительной власти были проверены ряд муниципальных образований по готовности к пропуску паводковых вод, проведены командно-штабные учения. Материалы все у нас имеются, по необходимости мы вас в рабочем порядке или предоставим вам по необходимости. Также хочу отметить, что подготовлены пункты временного размещения на случай необходимой эвакуации жителей, которые обеспечены также продуктами первой необходимости, медикаментами, питьевой водой, организована, обеспечена пожарная безопасность и охрана общественного порядка. Сил в настоящее время сформирована группировка в соответствии с планом по смягчению рисков на территории республики свыше 16 тысяч человек и 3000 единиц техники. Также будет применяться, как я уже сказал, авиация МЧС России и авиация
Республики Саха-Якутия беспилотные авиационные системы. И будет организована работа оперативных групп муниципальных образований, куда будут входить местные пожарно-спасательные гарнизоны, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам для эвакуации на случай необходимости или затопления населенных пунктов наших жителей. В целом мероприятия спланированы и проводятся в соответствии с нормативно-правовыми документами. Поэтому еще раз хочу поблагодарить весь состав под руководством Садовникова Дмитрия Дмитриевича, который координирует деятельность по безопасному пропуску паводковых вод на территории нашей республики, и всех коллег, которые сегодня принимают участие, поблагодарить за ту работу, которую мы проводили с конца прошлого года, и до сих пор мы ее проводим и будем проводить, и закончим уже, пока не пройдет последняя льдинка. Спасибо. Спасибо, Павел Сергеевич. На днях у нас вышел гидрологический бюллетень, в котором указаны приблизительные сроки вскрытия рек. Об этом попросим коротко рассказать Шахирова Вячеслава Анатольевича, пожалуйста. Добрый вечер всем. Вскрытие рек на территории Республики Саха-Якутия предполагается от 1 до 3 суток раньше обычных сроков. Вскрытие реки Лен в пределах Ленского и Алекминского районов у нас ожидается с 8 по 15 мая. В районе, на участке Покровский, Якутск, Ангаласа с 15 по 18. В районе поселка Сангар, в пределах Кобяйского района с 19 по 21 мая. И в районе поселка Кюсюр в последних числах мая. В течение второй декады у нас скроются ото льда реки, это Алдан, Амга и Вилюй. Ледоход же на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая, а в устьевых участках рек в первой декаде июня. И максимальные уровни воды весеннего половодья у нас ожидается выше средних многолетних значений, а на реке Лена в пределах Ленского района и на реках северо-востока близкими к норме. Спасибо. Спасибо, Вячеслав Анатольевич. Коллеги, давайте сейчас приступим к нашим вопросам. Сегодня мы проводим пресс-конференцию на площадке Сахамедиа. В данный момент ведется онлайн-трансляция на нашей пресс-конференции на YouTube-канале Сахамедиа. Я на правах хозяев предлагаю первый вопрос задать ЕСИА. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Иванова Светлана, корреспондент ЕСИА. Вопрос будет такой. Вот вы сказали, что прогноз неутешительный, а по каким территориям ожидается самая сложная обстановка? Так, Вячеслав. Мы ожидаем такую более, скажем так, сложную обстановку. Это по реке Амга, где у нас уровни ожидаются выше средних многолетних значений по реке Амга. Вот у самого села Амга ожидаем от 850 до 950 сантиметров, при опасной отметке 925. И Харбалах-Тирють от 900 до 1000 сантиметров, потому что в связи с тем, что по бассейну реки Амга у нас отмечаются достаточно высокие снегозапасы, более порядка 150%. Но также снегозапасы у нас с учетом прошлого года, аналог прошлого года возьмем, в принципе у нас снегозапасы совпадают. И толщина льда на реке Амга на сегодняшний день она меньше нормы, но все-таки вызывает ситуация из-за снега, из-за большого количества снега, что уровни будут достаточно высокие. Город Якутск также у нас ожидается, что уровни у нас достигнут отметки от 700 до 800 сантиметров, при опасной отметке 827. Но при условии формирования затора льда, то есть мы можем достигнуть опасную отметку и превысить ее до 1 метра. По Колыме опасных явлений мы не ожидаем, так же как и наши коллеги с Колымского УГМС. Они не прогнозируют опасных явлений, что ледоход пройдет при средних уровнях. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Газета «Якутия». Игорь Платонов. Я был
командировке, да, вот в Усманском улусе, вот зимой, да. И там, например, эжанцы, кюбцы, вот, и они вот постоянно говорят, что у них гидрологические вот дамбы, да, очень плохо работают. 5 лет там ремонты не проводились. И они вот со страхом ждут, когда вот Алдан скроется, да, и там заторы проходят, потому что вот, ну, когда вот дороги делают, там лед нарастает большой. И потом через 50 километров упирается прямо в скалу, и там лед накапливается, а потом это все сносит, короче. Алдан очень бурная река, да, и вот как можно вот эжанцы, кюбцы, там Эльдикан сносило, там целые вот села сносило, вот, насчет этого. Спасибо за вопрос, но по дамбам этот вопрос, скорее всего, не к нам. Могу сказать, что в населенных пунктах Эжанцы и Кюбцы, да, Усманского района у нас организованы временные посты согласно договору с муниципальным образованием. По дамбам вам ответят, наверное, мои коллеги. По дамбам Усманского улуса у нас Кюбцы – это берегоукрепление у села Кюбцы, находится в собственности муниципального образования, и у них в бюджете предусматриваются средства. С 2020 года Минфином приняты методические рекомендации по принятию обоснования работ по содержанию и эксплуатации гидротехнических сооружений в бюджетах муниципальных образований. Поэтому мы им рекомендуем и консультации проводим с муниципальными образованиями, как нужно провести капремонт. Наши специалисты выезжают и консультируют их. И еще у них есть 4 дамбы по эжанцам. То же самое у нас были, ко мне обратились глава эжанского наслега и получили консультации, как будут работать и превентивные мероприятия провести на этих дамбах. Спасибо. Спасибо, Зинаида Егоровна. Так, коллеги, дальше вопросы. Да, в части дамб, вот, все дамбы, по сути, у нас с хозяевами. Другое дело, муниципальное образование толком не уделяя в этом плане, в том числе, возможно, и безденежье, да, они стараются вот, оставить ее на потом. И в этом плане, конечно, проблема есть. И о чем вот Якутия озвучила, да, и здесь надо вот в первую очередь рассматривать, ну, как хозяева. И вот в этом плане сегодня мы что рекомендуем вот муниципальному образованию? Учитывая, что есть угроза, мы не должны вот озвучить поздний момент и говорить о том, что и тем более через вас, да, получать информацию, что есть такая тревога. Сегодня они должны, если на то пошло, объявить у себя режим повышенной готовности, корректировать свой бюджет, переносить, возможно, с 4-го квартала какие-то мероприятия и уже отрабатывать в срочном порядке по тому же ремонту тех же дамб, да, подправлений каких-то работ, которые у нас остаются как ну, опасные. И в этом плане мы будем их впредь поддерживать по возмещению этих затрат, которые они понесут в срочном порядке сегодня. И здесь, как говорится, сегодня эти работы должны быть запланированы заранее, уже в первом квартале. Мы в этом плане, конечно, некоторых муниципального образования уже сделали замечания, да, чтобы они здесь не ожидали и не ждали у нас, как говорится, у моря погоды, а наоборот, засучив рукава, отработали, пока есть время. Сегодня мы находимся, как говорится, в такое время, когда должны предусмотреть все заранее и планово все, как говорится, провести эту работу. Поэтому проблема дамб, она есть. У некоторых муниципальных образований они очень большие, да, и они правильно поднимают вопрос по, может быть, передаче этих гидротехнических сооружений, где будет работать специализированное предприятие и должным образом должно у нас следить за этим делом. Юлия Бочкарева, ТАСС. Продолжая вопрос про гидротехнические сооружения, хотелось бы узнать вообще в целом, какая работа ведется по подготовке и какие основные работы сейчас и вообще запланированы в этом году.
Да, на территории Республики Саха-Якутия 313 гидротехнических сооружений. Как уже отметил Дмитрий Дмитриевич, у нас бесхозяйных объектов, которые вошли в регистр бесхозяйных Российской Федерации, нету. Из них 198 государственной собственности, 81 муниципальной собственности и 35 в собственности предприятий, промышленников и других. По объектам, гидротехническим сооружениям государственной собственности средства на предпаводковые мероприятия, послепаводковые мероприятия предусмотрены в госпрограммах. И вот муниципальные образования тоже вот должны предусмотреть в своем бюджете. Они составили план безопасного пропуска весеннего половодья через гидротехнические сооружения. Эти планы мы рассматриваем, а также проводится работа по обследованию. У нас вот под руководством Ленского бассейнового водного управления создана межведомственная комиссия, которая проводит по готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья. Спасибо. А есть ли дата именно, когда завершится именно вот эта проверка готовности всех сооружений? Да, они именно вот перед началом ледохода должны завершиться. Сейчас у нас проведены в Ленском, Алепинском, городе Якутске. Ну, по порядку вот так они проведены. Вот еще ежедневно наблюдается именно подтопление ВПП поселка Зырянка, по крайней мере, вот последние годы. Какая будет работа в этом году проводиться, чтобы такая ситуация не повторялась в этом году? По дамбам, Юлия, можно еще коллеги добавить, да, Петр Михайлович? И Гавриил Григорьевич, добавьте, да, чтобы коротко. Так, значит, предпаводка обследования ГТС по РСЯ запланировано 34, из них, значит, 24 это ГТС и 10 объектов, представляющие экологическую опасность. На 19 апреля мы обследовали уже, значит, 15 ГТС и 9 объектов, представляющие экологическую опасность. До конца апреля все должны обследоваться. Вот до конца апреля мы срок ставим, и уже будет ясно, готовы ли данные гидротехнические сооружения к предстоящему паводку 2023 года. Добрый вечер. По берегоукрепительным работам как раз поселка Зырянка. Да, вот это гидротехническое сооружение, которое у нас находится в оперативном управлении исполнительной дирекции по водному хозяйству, то есть на сегодня содержание проходит через нас. Так, на сегодня сейчас запланированы работы, работы законтрактованы. Будет работать ООО «Титан» после прохождения половодья. Там обычно делается это после прохождения половодья, дефектовочный акт, и по ним проводим работу. А так, в плане стоит у нас постановочный вопрос по продолжению строительства, то есть разработка проектно-сметной документации по берегоукрепительным работам и защитной дамбы по поселку Зырянка стоит в первой очереди, и этот вопрос ставится как раз в Министерстве экологии в плане со следующего года заявлено, поэтому будем сначала рассматривать финансирование на разработку проекта, а потом уже строительство. То есть самого сооружения. То есть ПСД еще не началась, да, разработка? Да. Спасибо. Да. Да. Все? Здравствуйте. Меня зовут Майя Акимова, РИА Новости. У меня вопрос к министру сельского хозяйства. Александр Павлович, в прошлом году, напомните, пожалуйста, прошлогодний ущерб от паводка, ну, по вашей отрасли. И сегодня какие значит, меры вы предпринимаете превентивные? Сколько у нас организовано пунктов по временному отгону скота? Добрый вечер. Ну, по линии Мещехоза в прошлом году в порядке 3,5 миллионов рублей ущерба было. Да, мы этот вопрос тоже отрабатывали Мещехозом Российской Федерации по возмещению этих затрат. Но, к сожалению, этот вопрос не был решен. Так, работа ведется. Допустим, по второму вопросу у нас, мы работаем по двум направлениям. То, что сейчас вы тоже затронули вопрос по ГТС,
По ГТС гидротехническим сооружениям у нас на балансе стоит по линии Мещехоза 195 единиц. По этим гидротехническим сооружениям у нас по плану тоже работа ведется. Приказы изданы, план мероприятий тоже был принят. Сегодня как раз-таки у главы Айсена Сергеевича этот вопрос тоже рассматривался. Сейчас мы подготовительная работа где-то по плану от 95 до 97% мы уже выполнили. По заготовке грунта, по доставке скальных пород, бутового камня, по очистке льда от шлюз-регуляторов, также по уборке снега с этих объектов. То, что касается мероприятий по сохранению сельхозживотных и материально-технических ценностей на объектах сельского хозяйства республики, тоже плановая работа ведется. У нас на сегодня 97 пунктов временного содержания скота и лошадей. Мы провели обследование, обследованы акты обследования ПВС. Сейчас остался еще 25 объектов, и у нас стоит срок до 26 апреля. Мы должны эту работу завершить. Но работа идет по плану. Вот сейчас сказали про центральные районы, да, в основном. Хотелось бы узнать, Дмитрий Ильич, о работах, проводимых в арктической зоне. В прошлом году, не от весеннего половодья, конечно, осенью, от дождевого паводка пострадал Верхоянский район. В этом году в арктической зоне какая работа проводится? На самом деле, к всем муниципальным образованиям требования стандартные. Да? Это наличие мест отгона скота и организация пунктов временного размещения. И ревизия, и работа гидротехнических сооружений. И вот в этом плане арктические районы не исключение. У нас они все обозначены. По арктическим зонам у нас мы проверку пока, в рамках плана мы только уже завтра выезжает наша комиссия. И сегодня по некоторым районам у нас есть действительно тревожные участки, но они имеют чисто такой бумажного характера. Чисто на практике мы считаем, что люди опытные, и мы ни в коем случае не допустим того, чтобы произошло гибель скота. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Так. Прошу, пожалуйста, представляться и ваше издание СМИ. Парфенова Ольга, СУФУ. У меня вопрос к министру сельского хозяйства насчет последствий паводка в Верхоянском улусе. Мы были там в командировке, и очень удручающее состояние именно по падежу скота. Сколько сейчас ущерб, какие субсидии, помощь пострадавшим частным лицам и самому муниципальному образованию. И еще вопрос по восстановлению гидрологического поста в городе Верхоянск, потому что он очень сильно пострадал по результатам паводка. Спасибо. Да, в прошлом году, вы все знаете, по Верхоянскому улусу, от летнего паводка у нас, конечно, ущербы были, но благодаря поддержке правительства мы эти ущербы восстановили полностью. Но тем не менее, допустим, по заготовке кормов в связи с паводком тоже положение было сложное. Всего они за сезон заготовили где-то 60%. Оставшийся объем где-то 40% мы помогли перевозку кормов. Это в прошлом году было, и в этом году то же самое. Мы за счет бюджета республики возместили 100% затраты по перевозке кормов, и плюс еще где-то 30% это стоимость кормов. Так что вот по этим мероприятиям мы по мере возможности оказали поддержку. Спасибо, Александр Павлович.
По гидрологическому посту Верхоянск, ну, пост, он на самом деле работает. Если вы имели в виду само здание станции, да, состояние, конечно, было плачевное, очень долго на территории стояла вода. Вот, но нами были приняты меры о том, что мы закупили оборудование, пушки для того, чтобы просушить, и чтобы даже в зимний период люди там могли как бы комфортно работать. Вот. И написаны письма в Росгидромет о том, что выделение средств на ремонт. У нас заложено порядка 10 миллионов на ремонт здания. Уже вот сейчас мы завезли некоторый стройматериал для ремонтных работ, которые у нас будут производиться, ну, в летний период. Вот. Что еще можно добавить? Ну, вроде бы все. Мы стараемся, делаем по возможности, что мы можем. Восстановить станцию. И сейчас вот еще выделены средства на строительство нового здания модульной котельной. Вот объявлены торги, мы должны, вот недавно ездил наш специалист, осматривал место, заключали договора, и будет новая котельная стоять на территории станции для обеспечения тепла. Можно еще вам вопрос, да? Прогноз предполагает то, что люди должны быть заранее уведомлены. Анализ показывает, что в Кобяйском улусе, да, нет, ну, отсутствует наличие достаточного количества гидропоста, чтобы населенные пункты, к примеру, находящие в Верхоянском улусе, заранее были оповещены. И второй вопрос, что насчет поста в Якичу? Ну, по посту Якичу как раз вот сегодня мы тоже разговаривали с начальником станции Верхоянск. Мы находимся на связи с главой села Суардах. Он, по крайней мере, сейчас здесь, он оказывает нам всяческую помощь. И вот сегодня в ночь наши специалисты со станции Верхоянска с начальником станции должны выехать в эту сторону, ну, будут выполнять предпалочные мероприятия на наших стационарных постах и через там, пару дней должны доехать до Суардаха. Там есть договоренность о том, что на Буранах местные жители доставят наших специалистов в Якичу для осмотра здания, восстановления этой станции. Если нет, то мы также ведем сейчас работу по открытию гидрометеопоста в самом селе Суардах. Там даже уже нашли желающих, которые готовы там работать. Вот сейчас наши специалисты поедут, посмотрят, выберут место, сделают нивелировку, фотосъемку. Ну и в этом году мы должны эту работу уже начать делать. Насчет открытия гидропостов, ну, мы проанализировали, с 80-х годов у нас по Якутии почти 20% постов были закрыты или не действуют сейчас. Да, с постами открыть самостоятельно наше управление не может, только с разрешения Росгидромета и выделения средств из федерального бюджета. В прошлом году на основании наводнения, которое было в городе Верхоянске, нами была составлена программа для открытия постов, согласована с правительством республики, лично с Дмитрием Дмитриевичем. Было подписано, что мы хотели открыть на территории республики, хотим открыть порядка 40 постов дополнительно, включая метеостанции, гидропосты. Но программа нами написана, составлена и отправлена в Росгидромет. Сейчас там курирующие институты, которые нас курируют, это ГГИ, ГГО, Арктический институт, они ведут, тоже составляют уже общую картину по Дальнему Востоку, составляют программу, чтобы под эту программу выделили средства на открытие постов и метеостанций. Спасибо, Вячеслав Анатольевич. Вячеслав Анатольевич, вы продолжая тему про гидропосты. Есть ли именно сроки того, что именно когда одобрят, получается, создание таких гидропостов, и где вы предлагаете, в частности, открыть? Сроки еще нам неизвестны. Росгидромет на наши письма пока что-то не совсем отвечает. Но институты, мы с ними созваниваемся, они тоже нас спрашивают, консультируются с нами. Они говорят, нам дали задание, мы эту работу выполняем. Сроки пока неизвестны, когда это будет выполнено. Еще второй вопрос. Где именно? Где именно? В каждом районе, в Кобяйском районе мы хотели открыть как раз в верховьях реки Дулгалах. Это раньше была у нас там станция Сюренкель, как раз на верховьях, откуда и началось, в принципе, это большое наводнение в Верхоянском районе.
Там планируем в Мегино-Кангаласском районе, в Бестяхе, в Усьмайском районе хотим установить аэрологическую станцию, потому что у нас там ничего нет, а вот чтобы знать, какие восточные процессы идут на нашу территорию, ну, скажем, с Приморского, с Камчатского края. И ну, в других районах, в принципе, у нас много. И в Верхоянском районе несколько постов, там, по-моему, в селе Сарданох было, в Найбе планируем установить метеостанцию, потому что там вроде как планируется по программе «Арктика» строительство глубоководного порта, и у нас в Найбе в свое время, довольно-таки давно, тоже была метеостанция. Но на данный момент она закрыта. А вы высчитывали, вот сколько понадобится средств, чтобы их вот создать? Да, средства получаются достаточно большие. Нам было сказано немножко, как говорится, умерить свои аппетиты, но заключительный этап даст только Росгидромет, сколько постов необходимо будет открыть. Спасибо. Интернет-газета в Якутии.ру, Елена Тихонова. Скажите, пожалуйста, да, просто перечислите, если можно, самые уязвимые улусы, да, в каждой группе районов. И второй вопрос, при каких случаях или критериях, показателях объявляется ЧС там какого-то характера регионального или улусного, немножко простыми словами, да? Как идет в этом направлении вот по подготовке к паводку у правительства республики взаимодействие с федеральным центром? Вот. И четвертый вопрос по городу Якутску, конечно. Вот была информация, что 9 районов города, да, подвержены, и Жатай интересует. Как бы мы все время про Якутск говорим, а у нас еще Жатай есть. И пятый вопрос, кто несет персональную ответственность, будет нести, если ну, произойдет что-то подобное, как в прошлом году в Верхояне. Вот наше издание выезжало, мы своими глазами видели, как нам было страшно, какой ущерб был у людей. И несут ли при этом персональную ответственность главы улусов? Спасибо. Ну, нас уже предупредили, что нам прокуратура уже ряд руководителей правительства готовится предостережение, в том числе мой адрес, поэтому я как бы человек, как занимающий ну, ответственный пост, со всей ответственностью понимаю, что доля ответственности на моем посту тоже есть. Да? В части вопросов, которые у нас вы задали первыми, самые уязвимые. Ну, по сути, на самом деле, вот Вячеслав Анатольевич здесь немножко, ну, может быть, не раскрыл, да, какой прогноз они дают. По сути, они по всей долине реки Лена, по всем муниципальным образованиям затороопасных участках они все дают. В том числе и по Колыме. Та же Зырянка, тот же город Среднеколымск, они подвержены при заторных условиях паводковой да, ситуации. В части точечных участков я прошу Дмитрия Николаевича рассказать коллегам в полном, скажем. Добрый день. Спасибо за вопрос. В соответствии у нас есть постановление правительства Российской Федерации, где установлены уровни чрезвычайной ситуации, начиная от локального, объектового, да, до трансграничного. То есть есть и муниципальный, межмуниципальный, региональный и федеральный уровни ТЧС. Он предполагает из себя от уровня пострадавших и нанесенного ущерба. Если говорить о каких муниципальных районах, ну, сегодня это коллеги в принципе рассказали, Гидромет сегодня выпустил предварительный прогноз о ситуации, которая может возникнуть в период весеннего половодья. И наш центр мониторинга прогнозирования службы спасения выпустил уточненный прогноз, и где мы предполагаем, где при затороопасных процессах, при интенсивности таяния или так называемой дружной весны, ну, скажем так,
межмуниципального характера может с вероятностью до 60-70%. Это может быть в Намском, Мейно-Кангаласском, Усть-Алданском, Токобяйском и городском округе Якутск, то есть в центральной группе районов. И сегодня это коллеги из Гидромета тоже сказали, ситуация напряженная и может интенсивно развиваться в муниципальных районах, находящихся вдоль реки Амга. И вот ваш коллега тоже сказал по Усть-Майскому району. В целом мы на сегодняшний день наработали опыт, и на сегодня коллеги в рамках подготовки безопасного пропуска паводковых вод выполняют превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда. А на сегодняшний день это где-то порядка 70 участков на реках республики, в том числе и на реке Лена, Колыма, Амга. А также мы прогнозируем и сегодня в период весеннего ледохода будем наблюдать за затороопасными участками. И мы прогнозируем о том, что где-то порядка 40-49 возможных участков, где мы оперативными службами будем проводить мероприятия по взрывные работы. Но между тем и есть у нас и по северным рекам сегодня, если смотреть на карту снегозапасов, то мы наблюдаем по Анабарскому району тоже высокие уровни снега в арктической зоне, в том числе и по Анабарскому району. Не исключаем ситуацию заторообразования и по Токолымской группе районов, это в районе Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Как Павел Сергеевич сказал, у нас спланированы мероприятия. Безопасный пропуск паводковых вод пройдет в несколько этапов. Первый этап это здесь, в западной, центральной группе районов. И второй этап это на северных и арктических территориях. Спасибо. Так, спасибо, Дмитрий Николаевич. По городу Якутску я хочу попросить Егора Ефимовича ответить на ваш вопрос. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, в целом на территории городского округа у нас в зону подтопления подпадает 9 населенных пунктов. То есть я не хочу сказать именно сами села, да, а только части. То есть это у нас Табага, Хатасы, Пригородная. Дальше у нас идет Даркалах, Сырдах, Тулагина, Капитоновка и микрорайон Кангаласы. В целом из тех 8 населенных пунктов у нас подпадают примерно 326 то есть частных домов. В целом на сегодня у нас работы ведутся в части завоза инертных материалов. Планируем на южную сторону свыше 100 тонн песка завести и также скальника. Также на северную сторону мы завозим свыше 1200 тонн песка и скальника. Подготовлено у нас свыше 5000 мешкотара. Также планируем подвоз воды, то есть это альтернативный источник воды в части санусловий. Помимо этого у нас подготовлены 11 ПВРов, которые могут разместить 1350 человек. И то есть для перевозки будем привлекать наше муниципальное предприятие ЕПАК. Имеется у них в наличии свыше 30 автобусов. Ну, то есть если дополнительно потребуется, можем увеличить. У меня все. Немножко дополню, да, Лена? У нас на самом деле подвержены подтоплению 123 населенных пункта, 24 районах. Поэтому здесь
тут сказать, что все это тонкие места на самом деле. Мы даже не можем сказать, что сегодня вот спокойно по этой реке, а когда затор станет и как резко начнет топить, мы здесь можем сказать, что да, этот населенный пункт у нас. И поэтому мы по всем 123 населенным пунктам, по 24 районам и работаем. И в том числе через вас, чтобы люди, как говорится, были готовы к тому, что у нас сегодня творится. Как говорится. Спасибо. Согласно 131 закону, право несут ответственность, в том числе и их подчиненные за то или иное. Но, безусловно, персональную ответственность несут главы муниципальных образований. Спасибо, коллеги. Мы продолжаем. Пожалуйста, следующий вопрос. Олег Желнин. СМИ программы «Точка взаимодействия». Вопрос такой. Дело в том, что мы не можем, конечно, от природы ожидать тех действий, которых мы ждем. Поэтому у меня вопрос, какова ситуация по северному завозу? Дело в том, что паводок, особенно в северных районах, это достаточно серьезная вещь. И если люди останутся без света, без тепла, как будут реагировать отряды нашего МЧС, вообще отряды вот этого реагирования немедленно для помощи людей? Спасибо за вопрос. По северному завозу мы то, что запланировали, мы ее идем к исполнению, мы сейчас подводим итоги. И мы уверены, что запас топливно-энергетических ресурсов, социально значимых продуктов, все мы завезли в рамках своего плана. При этом, о чем вы подняли вопрос, при каких-то экстремальных условиях, конечно, мы людей не оставим, как говорится, с бедой одним. Да? Поэтому и сегодня коллеги озвучивали, что сегодня в рамках прохождения паводковой ситуации и иных чрезвычайных ситуаций есть договоренность с Министерством чрезвычайных ситуаций по привлечению авиации. И в том числе, слава богу, мы тот такой регион, который имеем свои авиакомпании, в отличие от других, тех же соседей. И поэтому мы считаем, что здесь и полярные авиалинии, и авиакомпания Якутия, в том числе авиация, которая у нас будет работать по линии МЧС, они будут готовы выполнить задания, которые мы будем ставить в рамках чрезвычайных ситуаций. У меня, наверное, вопрос Павлу Сергеевичу. Вот в этом году планируется ли именно применение каких-то инновационных технологий в Якутии по именно мониторингу паводковой обстановки в Якутии? Ну, инновационные технологии, они уже все известны, уже опробированы, поэтому я уже говорил, что помимо тех стандартных мероприятий, которые будут проводиться по контролю и мониторингу гидрологической обстановки на гидропостах, с применением авиации МЧС России, с применением авиации Республики Саха-Якутия, полярных авиалиний авиакомпании Якутия, будут применяться беспилотные авиационные системы, их в достаточном количестве. В каждой оперативной группе будут специалисты по применению беспилотных авиационных систем, как они могут использоваться как и в дневное время суток, так и в ночное с необходимым оборудованием. Помимо этого, уже который год подряд на территории республики в рамках концепции развития спутникового мониторинга и космомониторинга на территории нашей республики МЧС России совместно с Роскосмосом и правительством Республики Саха-Якутия заключено соглашение по использованию, на прием установлен и используется приемный передающий комплекс космического мониторинга, который уже установлен и с 1 апреля уже приступил к работе, и снимки мы уже с этого комплекса уже получаем и рассылаем во все необходимые министерства, ведомства, организации, органы управления для контроля и реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, происшествия. Поэтому все то, что максимально возможно использовать, и инновационное, и старое, мы используем
Спасибо. Спасибо. И, наверное, вопрос Александру Николаевичу Ржакову. По поводу зачернения льда и распила, какая сейчас работа идет? Добрый вечер. Так, данные мероприятия филиалом проводятся с 2021 года. Всего данные мероприятия филиал проводит в 8 муниципальных районах республики и на 46 заторопасных участках. Это на реках Лена и Колыма. То есть зачернение будет произведено общей площадью 485 га на 39 участках и распиловка льда на 7 участках заторопасных общей длиной 41 километр. В текущем году, значит, предусмотрено финансирование в объеме 28,6 миллионов рублей. По итогам конкурса, значит, с подрядными организациями заключены контракты на общую сумму 26,8 миллионов рублей. По состоянию на 19 апреля, значит, работы по ослаблению прочности льда полностью завершены на территориях Ленского, Люкминского и Верхнеколымского районах. На других участках, это вот Хангаласский район, Якутск, Намский район, Кобяйский район и Среднеколымский район, работы продолжаются. На сегодняшний день, значит, зачернено 206 га, это выполнено 42% от общего объема, и распилено 33 километра из 41, 80%. Работы, значит, будут завершены в центральных районах до 29 апреля, и север, это вот Среднеколымский район, до 5 мая. У меня все. Да, тут еще добавим, да. По противопаводковым предупредительным мероприятиям также проводится на реках Алдан, Амга, Нюя и Топка, тоже это ослабление прочности льда, это на территории 9 районов. Проводится площадь, там проводимая площадь 213 гектаров. На сегодня осталась работа в Тамбонском районе на площади 4 гектара, которую завершать буквально завтра-послезавтра. А в всех остальных территориях работы проведены. Поэтому вот это предупредительные работы по рекам, которые уполномочены переданы полномочиям по линии республики, выполняются. Спасибо. А скажите, пожалуйста, да, как будет рассчитываться, допустим, возмещение ущерба в случае, если люди пострадают, да, семьи, как в Верхоянском районе. Например, в прошлом году у одной женщины, многим, да, в Верхояне, дома подтопило, затопило, вещи, мебель, все вообще пришло в негодность, бытовая техника, это очень дорого же все. Но им как бы давали, как всем, общей массе, да, потому что дома сами не разрушены, как бы они пригодны для жилья. Вот это кто мог бы объяснить, по каким критериям, да? И в этом году, если весной или летом такая же ситуация будет, не дай бог, конечно, где, то кто будет за это отвечать? Как считать будете? Спасибо. Так, мы работаем по счету ущерба и финансирование, работаем по постановлению правительства республики номер 297 от 2017 года. Так, и согласно постановлению расчет ведется, пострадавшему выплата идет на человека 5000, это единовременная материальная помощь, и за материальный ущерб, это финансовая помощь, в зависимости от полноты ущерба. Если полная, то 20 тысяч на человека, а если частичная, то 10 тысяч. Тут считается по первой необходимости, если вещи там по первой необходимости, такой подсчет ведется. Сейчас уже независимо от человека зарегистрирован или нет, если человек попал, в тот момент, если находится на территории консультации, если он попал в консультацию, то имеет право получить это единовременную материальную помощь и финансовую помощь.
Я добавлю, да? Да, чуть-чуть. Ну, если по вопросу, кто это будет считать, в соответствии с нормативно-правовыми актами в органах местного самоуправления создаются комиссии по подсчету ущерба. И данные комиссии определяют уровень нанесенного ущерба. Вы правильно говорите о том, что кто это будет, да, определять, а будет определять именно эти комиссии. Мы рекомендуем, чтобы в составе этой комиссии были и работники органов местного самоуправления, ну и из числа общественности, чтобы обязательно это входили. На сегодняшний день, вот Гаврил Егорович сказал, у нас в соответствии с нормативно-правовым актом Республики Саха-Якутия определен постановлением правительства единовременная материальная помощь и компенсация за утрату имущества пострадавшего. Все-таки первичное это определение все-таки на этих комиссиях. Вот правильно Лена задает, да, вот это сертификаты были федеральные, поэтому вот, Гаврил Егорович, при каком ущербе, да, республике федеральная помощь приходит? Вот это объясните. Так, сейчас уровень ущерба уже завышенный, там 1 200 000 надо перевысить, 1 200 000, и не все туда входят. Поэтому требование очень жесткое на сегодня. Так, ранее мы получали, да, государственный железный сертификат, которого сейчас уже нету. Сейчас идет по постановлению Министерства Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации идет восстановление дома. Это по линии Минстроя, так, и капремонт жилого здания. Ну, это уже другая категория, пока она введена с позапрошлого года, пока такой ситуации у нас не было. Мы по практике прошлого года указом главы республики Николая Васильевича Сергеевича были разовые выплаты до 100 000 на семью. Вот она, вот такая. Да, за частный дом, которая не входила там, кроме тех нормативных документов, которые у нас были, вот такие разовые выплаты были по решению главы республики. Это было волевое решение главы? Такого нет у нас регламентировано, что 100 000 должны давать каждому. Это просто... Коллеги, спасибо большое. Мы работаем уже больше часа. Я хотел попросить вас, мы уже завершать нашу пресс-конференцию. И в заключение, наверное, хотел предоставить слово Дмитрию Дмитриевичу Махарову, потому что по сельхозугодиям паводок тоже очень сильно бьет. Ваш комментарий, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемый участник пресс-конференции. Ну, да, как правильно заметили, половодье, особенно весеннее, сказывается на те или иные гидротехнические сооружения, которые непосредственно, ну, скажем, у нас в оперативном управлении. У нас их отдельно стоящие гидротехнические сооружения имеется порядка 195 единиц, об этом Александр Павлович уже как бы озвучил, да. Но часть у нас они декларируемые, и часть не декларируемые. То есть они при разрушении влияния их на ущерб населенному пункту определяется, да. Скажем, у нас 180 из них не декларируемые, а на сегодняшний день после, скажем, так, у нас в 2020 году у нас был совместный план с Ростехнадзором
по внесению в российский реестр гидротехнического сооружения. По обследованию было проведено обследование по 129 гидротехническим сооружениям и выявили, было выдано предписание по 11 объектам. Сегодня ведется работа по декларированию. На днях он завершится практически. Подрядчик сдаст нам декларацию. И после этого уже как бы будем выявлять, какой он будет представлять классы гидротехнических сооружений. Да, весенний паводок у нас и гидротехническое сооружение очень влияет по системе лиманного орошения. У нас таковых имеется и в Верхнеивлевском районе, в Нюрбинском районе, есть и в Мегидо-Кангаласском, и части бывают, конечно, непоправимые, скажем, разрушения. Но по 46 объектам мы ведем в следующей неделе уже дежурство. Будет задействовано порядка 96 единиц техники. Плановая работа уже началась. Министр тоже докладывал, что частью грунта, там, песка, инертных смесей грунтов, в принципе, у нас подготовка уже завершена. В принципе, мы готовы. Спасибо. Коллеги, надеюсь, вопросы у вас еще есть, да? Пожалуйста. Так, вопрос Вячеславу Анатольевичу по поводу заторов льда. Можно ли все-таки уточнить, где ожидается на реках? И хотела уточнить, заранее говорилось, что 25 тонн взрывчатых веществ закупят в Якутии. Вот как считаете, достаточно ли вот такого объема? Наиболее вероятное формирование заторов льда у нас ожидается на средней линии в пределах Алекнинского района, а также от села Табага до села Намцев, включая городской округ город Якутск. В нижнем течении реки Лена это в пределах Кобяйского и Булунского районов, а в среднем и нижнем течении рек Алдан и Амга на участке также реки Вилюй от села Верхневилюйск до устья. На других реках у нас формирование образования заторов льда не превышает естественную 10% обеспеченность. Многое будет зависеть от характера погоды в период вскрытия. Если будут чередоваться периоды оттепели и холодов, то тогда половодье будет недружным, растянутым по времени, но в то же время и более спокойным. При дружном развитии весенних процессов и формировании заторов льда максимальные уровни воды могут повысить опасные значения, что приведет к выходу воды на пойму, затоплению пониженных участков рельефа местности населенных пунктов и социально значимых объектов. На что бы хотелось обратить особое внимание, это на участок реки Лена Алекнинск-Солянка в пределах Алекнинского района, где среднемесячные уровни воды превышают норму от 1 до 2 метров. На нижнее течение реки Лена в пределах Кобяйского и Булунского районов, где большая перенасыщенность влагой почвенного покрова осенью и большие снегозапасы от 140 до 160%. Река Амга в пределах Амгинского и Татинского районов и на малые реки Центральной Якутии, в частности в горном и заречных районах максимум весеннего половодья ожидается выше нормы. По поводу, да. Да, по поводу создания запасов взрывчатых веществ, вы абсолютно верно сказали, в этом году мы создали оперативный резерв взрывчатых материалов в размере 25 тонн. Будут работать, определены 2 взрывные команды. Если говорить о статистике, где-то в былые года у нас расход взрывчатых материалов где-то в среднем выходило где-то порядка 20 тонн. И в этом году при необходимости у нас есть возможность увеличить его до необходимого объема. Будут работать, еще раз повторюсь, будут работать 2 взрывные команды. То есть дополнительно вот 25 закупать не будете? Еще раз повторюсь, есть возможность его оперативно увеличить до необходимых объемов. Коллеги, еще вопросы? Все? Спасибо большое нашим уважаемым спикерам за вашу открытость, готовность ответить на любые вопросы. Дмитрий Дмитриевич, заключительное слово, пожалуйста, вам. Да, действительно, присоединяюсь к спикеру. Да, тут, спасибо модератору, вернее,
Спасибо коллегам за участие. И спасибо вам за вопросы. Мы постарались на все вопросы ответить. Мы работаем всей командой. Ответы, считаю, даны полным, исчерпывающие. И давайте скорее пожелаем, чтобы, как говорится, наши боги благоволили нам, чтобы у нас, как говорится, как в свое время Анатолий Николаевич Скорбыкин говорил, вот, веселая пора, в кавычках, наверное, да, прошла у нас более-менее без ущерба, без трудностей, без трагедий, безусловно, чтобы наши реки прошли хорошо. А в свою очередь я хочу сказать, что правительство, все службы готовы, чтобы испытать все трудности, которые происходят в это время. Да, пользуясь случаем, еще хочу сказать, что с 20 апреля, по сути, начинается охотничий сезон. Вы все знаете, что якутяне – это заядлые охотники, и за прохождением паводковой ситуации приходит пожароопасный сезон. И вот в этом плане я бы хотел, во-первых, во время паводкового сезона наши охотники не искали приключений на островах больших рек, чтобы мы с прошлого года мы уже предъявляем счета на оказание тех же услуг по вывозу людей, которые оказались на островных участках. Это не шутки, это час лета вертолета – это огромные деньги, поэтому мы через вас хотели бы также вот нашим охотникам, нашим мужчинам довести вот эту историю, да, что мы будем, когда будем вывозить людей, спасать, мы будем, как говорится, с них, если люди нас не предупредили и не отработали своевременный выход, хотя все муниципальные образования, когда дают разрешение на охоту, всем дают памятки о происходящей ситуации и ситуации, которая может складываться в дальнейшем. Вот здесь мы бы через вас хотели бы довести нашим охотникам, искателям приключений, чтобы они нас здесь не тревожили и сами не подверглись опасности. И второе, это вот по пожогам, это чтобы они тоже не сжигали после себя, не оставляли костры, а тушили и, безусловно, не подвергали нашу природу тем событиям, которых мы испытываем ежегодно, и в том числе в 2021 году, который мы проходили. Спасибо. Спасибо, коллеги. На этом мы нашу пресс-конференцию завершаем. Спасибо, всем удачи и дай Бог нам хорошего прохождения паводковой обстановки.